Борбор курулуш компаниясынын кардарыбыз. 2019 жылы август айында ушул компаниядан котловандан үй сатып алгам. Алгачкы взнос деп грузовой спринтер киргизип, андан кийинки акчаларын баш аягы $17,000 $1,5 жылда төлөп бердик. Мен өзүм Россияда турам, мигрантмын. Ушул компаниядан алган карапайым эл көбүнчөсү мигранттар экен, мугалимдер, медперсоналдар, жалгыз бой аялдар жана көп балалуу үй бүлөлөр экен. Бүгүн ушул жака чыкканыбыздын себеби 3 жылдан бери бизге үй салып берген жок, акчабызды да кайтарып берген жок. Генеральный директор Өмүрбек Назаров учурда камакта. Биз ушул акчабызды кайтарып алыш үчүн бүгүнкү митингге чыгып отурабыз. Репина 211-де адреси. Ал жерге 9 этаждуу 4 блок салынмак. А, Б, В, Г. Учурда азыр котлован эле турат. Биринчи этаж толугу менен көтөрүлгөн жок. Компаниянын офиси жабык учурда, командасы тарап кеткен. Жардам сурайбыз президенттен жана кыргыз элимден. На сегодняшний день вот эти люди, дольщики, это пострадали от Назарова Өмүрбека, который обещал построить нам дом. Частично он с нас брал деньги. Мы вообще начали платить с 2018 года, с октября 2018 года. И в 2021 году оказалось, что все это было мошенничеством. То есть мы узнали. В течение всего этого времени была еще пандемия. Он все говорил, что вирус идет, пандемия, поэтому стройка откладывается. На самом деле это, оказывается, было как бы мошенничество, которое он строил со своей командой. Сегодня у меня есть список, у нас у всех есть список команды, которые вместе работают. И на сегодняшний день мы не можем вернуть очень большое количество денег своих. Это минимум 300 тысяч сомов и максимум до 20-30 тысяч долларов. До августа, пока он сидел с охраной милиции, да, он, оказывается, работал, за ними кто-то работал, и мошенничество продолжалось. Мы к вам обращаемся помочь нам, помочь вернуть наши деньги. Он вообще задержан, но он ничего не обещает и ничего не возвращает. Мы сегодня просто обращаемся к вам. Подробности мы еще будем передавать. И на сегодняшний день около 300 человек хотят вернуть свои деньги. Но на сегодняшний день он типа болеет, да? Это, наверное, мы не верим, что он болеет. Он специально все планирует. Поэтому мы просим. Мы живем по квартирам, у нас сегодня маленькие дети, мы не знаем, куда идти, потому что все наши деньги, которые мы собирали на квартиру, таким обманным образом он забрал. Поэтому помогите нам вернуть эти деньги от всех нас.